Добрый день, уважаемые гости столицы, духовенство Республики Коми, руководство республики, учителя, специалисты различных ведомств и родительская общественность. Региональный этап рождественских образовательных чтений в Республике Коми проводится в рамках международных рождественских образовательных чтений. Это церковно-общественный форум в сфере образования, культуры, социального служения и духовно-нравственного просвещения. Тема чтений ежегодно определяется по благословению Его Святейшества, Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в рамках проведения международных рождественских образовательных чтений, которые состоятся 23 января 2016 года. Региональный этап, как вы слышали, предшествует международному этапу чтений, имеет с ним общую тематику и организуется по региональному принципу. Спасибо, братья и сестры, за молитву. Прошу всех садиться. Сейчас нас поздравляет ансамбль русской народной песни «Северная околица». Встречайте! Белым голубем подыму к матушке родимой домой вернусь, встречу порой предрассветною, постучусь в окошко заветное.
борися за силу державную. Ой, да в небо белым голубем погнут. Матушке родимой домой вернусь, прилечу порой предрассветною. Постучусь в окошко заветное. Позвольте предоставить приветственные слова по открытию наших первых региональных рождественских чтений. Слово для приветствия предоставляется Его Преосвященству, Преосвященнейшему Петериму, епископу Сыктывкарскому и Воркутинскому. Дона вокес да чуес, да юртвест, возлюбленные во Христе, все честные отцы, братья и сестры, я вас сердечно всех поздравляю с этими рождественскими первыми чтениями образовательными в нашей республике. Рад, что они представлены силами нашей епархии, правительства Республики Коми, 4 министерствами и также нашим агентством информации. Сегодня я хотел сказать, что образование должно быть действительно на всех ступенях развития, от детского садика, школы, института. И все это должно быть, конечно же, в Боге. Потому что именно наука, именно образование, они когда-то, по словам Леонтьева, смирятся с тем обстоятельством, что идут в никуда, если будут идти без Бога. Как многообразны, как страшны сети дьявольские, которые как бы распростерты над всем миром, говорил преподобный Антоний. Только смирение может избежать сетей дьявольских. Вот часто в наше время мы видим, что человек вышел из себя,
а задача по святым отцам – прийти в себя. Как пишет преподобный Симеон Новый Богослов, бывает смерть душевная прежде смерти физической, и прежде воскресения тел бывает воскресение душ, делом и опытом, силою. То есть смотришь, человек холодный к вере был, атеистом, и вдруг он начинает творить добро, и все это делает во Христе Спасителе. Как часто мы видим на Западе, кто бывал, люди ходят, и вот эти люди как маски, они как мертвецы. Вот это замечал еще в XIX веке Константин Николаевич Леонтьев. Так же, как и все славянофилы, очень ученые люди, патриоты нашей Родины. Как пишет архимандрит Иоанн, откровение церкви утверждает, что не освободившийся от той или иной страсти, душа переносит эту свою страсть в потусторонний мир, где ввиду отсутствия тела и воскресения невозможно будет ту страсть удовлетворять, отчего душа будет пребывать в непрестанном томлении самосгорания. Одни только мытарства приводят душу в страх, потому как трактовал профессор Осипов, мытарство, пьянство, оно приглашает человека в буфет, где уже именно стоят эти зелья, и человек не может продолжить путь свой далее, то есть пройти мытарства, а затем массовое издевательство бесов над душой этого человека. Бог установил саму иерархию земную по иерархии небесной. Ангелы, двухкрылатые, четырех, шести, восьмикрылатые, серафимы, ангелы, архангелы. Но мы видим нарушение в человеческом разуме, в уме, как говорится, горе от ума, когда проповедуется всеобщее равенство, в том числе вот этих чисто физиологических вещах, установленных Богом, чего делать недопустимо. В иерархии ничего плохого нету. Бог создал все хорошо. И это надо принять как есть, за факт. И почитать властей, как людей, которые упорядочивают жизнь. Хуже всего на свете хаос. Мы видим, что либерализм принимал сокрушительный удар от славянофилов, и в частности от Леонтьева. Хотя ранее Леонтьева не признавали, но они, эти слова, становятся все насущнее с нами в наше время. Что либерализм часто проповедует как раз толерантность в самом ее невыносимом, ужасном виде. Дружбу с националистами, скажем, мы видим это по Украине сейчас. Это живые мертвецы, как называл их Леонтий. Об этом мы видим в Писании священном, что он думает, что он живой, но он мертв. Или идите и пусть мертвецы хоронят своих мертвецов, слова Христа. Мы видим ненормальность в науке, технике, образовании, когда они не сопряжены никак с религией, не одухотворены. Это и эволюционированность, колонизировать призывают люди, и все это делать без религии. Повторяю, что когда-то все равно наука, как временное изобретение, положительное Богом, как само время, оно тоже конечно, когда-то не будет оно. То есть это добродетели, которые искажаются. Наука, техника, время, все это Богом дано, как добродетель. Но оно у людей, скажем, у тех же либералов, искажается. Воля ради воли, неподчинение воле Божией, как звучит в молитве, да будет воля Твоя в нас. Грибоедова слова вспоминаются. Горе от ума через Фамусова.
У школе злом пресечь, забрать все книги бы, да сжечь. Или через слова Скалозуба: ученостью меня не обморочишь. Что же увидели уже тогда вот безбожное вкрапление или деготь в этом сладком направлении науки, техники и так далее. Как-то разговаривали мы с одним священником вчера, и он говорит: ну посмотрите, Леонардо да Винчи какие-то 500 лет. Только начинали еще летать, а сейчас мы видим вот эти реактивные крылья. То есть 500 лет достаточно от палки к палке практически науку продвинуть до неимоверно огромных успехов. Возможно, были за 7500 и вот эти 500 лет повторяют цивилизации, падения, снова возрождения. Но эти все, говорю, добродетели искажались, данное человечеству, и человечество терпело крах. Может быть, об этом и свидетельствуют некоторые отжившие цивилизации на земном шаре. Прекрасна была речь Достоевского в 1880 году. Передовое человечество должно впасть в глубочайшее разочарование. Это мы видим сейчас, когда многие ученые, даже не нашего времени, а прошедшего, многие свои изобретения уничтожали, потому что видели, в какие безнравственные, антиморальные руки попадут эти изобретения. Понимали, что эти добродетели конечные, как время, наука, техника, и даже образование, искусство и так далее. Мы видим стремление без совершенно разумения, без всяких нормативов, всеобщая грамотность, которую видим даже сейчас, что она не приводит к решающему успеху. После института, университета люди не получают, скажем, работу по профессии. Мы видим, что эти люди высокообразованы, но настолько, насколько они высокообразованы, они развращенные. Мы видим, что знания по Леонтьеву, они в другой раз действительно не идут в сравнении с незнаниями. А незнание – это тоже очень важный аспект. И незнание – очень важный аспект для спасения душ. Скажем, незнание в раннем возрасте. Преждевременно там, скажем, половое воспитание. Преждевременные какие-то знания, они не нужны маленьким детям. Вот за незнание как раз выступает Леонтьев. Мы видим, что чем для человечества обернулось вот это стремление знать в запретном плоде Евы. И сейчас мы видим, что до определенной степени всем нам нужны эти незнания. Потому что когда-то, когда Богу будет угодно, тогда только откроются эти 7 печатей. До определенного времени нам это совершенно не полезно. Преждевременно, говорит Святоотеческое Писание, благодать преждевременная смертоносна для человека. Дать любому человеку, который не прошел все стадии духовного совершенствования, дар чудотворения, и что он наделает. Мы это видим в литературе. Современный даже Гарри Поттер, скажем, где вызвавший неизвестную силу Гарри, потом эта неизвестная сила убила человека. Но не знаешь, не иди. Хорошая поговорка, не знавший роду не есть воду. Итак, Леонтий выражал вот это желание свое, эту мысль, что наука когда-то сойдет с пьедестала, так же, как любая обожествленная добродетель. Нельзя обожествлять тварь. Она сойдет с пьедестала и начнет наконец-то дружить с религией, так же, как и другие добродетели Богом данные, которыми мы неправильно пользуемся. Это выразится в христианской социологии, скажем.
христианской философии. Ну и можно бесконечно продолжать все те дары, которые Господь нам с вами дает. Лучше никакой социологии, чем либеральная, порождающая мертвецов. Вот видите, как это важно. У нас, слава Богу, сейчас ОМК и биологи, и социологи православные, даже монашествующие, пишут для вот этого подготовления в жизнь нашей молодежи, скажем, для 10-11 классов. Очень хорошие труды научные, то есть направленные на сохранение православной семьи. Я думаю, что это мы еще услышим во многих докладах, и это нужно принять в резолюцию наших чтений. Ну и, конечно же, мы начали свои рождественские чтения памятью о погибших в самолете. И позвольте, я прочитаю свои стихи. Авиакатастрофа, полет, веселые все люди, намеков нет на беду. Кто знал, как страшен будет тот путь, тот будет в песчаной бездне на краю. Вмиг время смерть остановила науку, знания, мечты. Машина, плавясь, в страхе выла, горели смрадные черты. Кричали о спасении громко, молитву весь народ держал, попали в рай не дети только, впервые к небу кто воззвал. Прижала крепко мать ребенка, прими, Спаситель грешных нас, не страшно стало, вдруг нисколько, предстал за душами, спас сам. Писание пишет, двери ада страшнее, чем горенье мих. Пусть Бог откроет двери рая, Адама кто отлива сдвиг. Душа, где после смерти знает лишь вечный, справедливый Бог, Он не по внешности встречает, а кто пред Ним стоит убог. Царство Небесное всем пострадавшим, вам всем дай Бог здравия душевного, телесного и успехов в работе на рождественское чтение. Боже, благослови.